1 октября этого года лечение зубов в России должно проходить по новым правилам. В частности, обезболивание должно быть обязательным при болезненных процедурах. Какие еще есть нововведения, с чем они связаны, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Ильнур Якшигулов, врач-стоматолог-ортопед. Ильнур Ильшатович, здравствуйте. Добрый день. Итак, Ильнур Ильшатович, смотрите, сейчас зубы – это всегда актуальная тема во все времена, как мне кажется. Но с октября будет ряд нововведений, одно из них – это обезболивание. Но мне кажется, что вот именно какие-то новые правила, какие-то новые, может быть, есть установки, потому что обезболивание сейчас проводится практически повсеместно. Да, действительно, это так. С 1 октября выходят новые стандарты лечения, то есть необходимо будет обязательно при всех болезненных процедурах проводить местную анестезию, либо при обширных вмешательствах или при особенностях пациента необходимо будет производить общее обезболивание, то есть наркоз. Это речь и о взрослых, и о детях? Да, совершенно верно. И будет это проходить повсеместно, но желание при этом будет учитываться самого пациента? Конечно же, желания будут учитываться, но все равно при беседе, при консультировании пациента, при планировании плана лечения будут настаивать на том, чтобы проводить все безболезненно и чтобы пациент чувствовал себя комфортно в кресле у стоматолога. Ильнур Ильшатович, новые стандарты появляются, разрабатываются. Связано ли это с какими-то изменениями, которые произошли за последнее время, допустим, за последние 5 лет? Да, действительно, за последние 5 лет произошли многие большие изменения в области стоматологии. В частности, это внедрение того же самого искусственного интеллекта, потому что прогресс не стоит на месте, движется вперед, и нашу отрасль это тоже затронуло. Сейчас используются современные программы, современные подходы, то есть при диагностике загружаются снимки пациента, его данные в определенную программу, и уже программа считывает эти данные и в течение буквально минуты может указать врачу скрытые полости, где-то врач может упустить что-то, чтобы диагностика была в полном объеме. То есть искусственный интеллект приходит на подмогу и врачам-стоматологам? Да, действительно, но хочу отметить очень важный момент, что искусственный интеллект, он не заменяет работу врача. То есть все-таки последнее слово и решение принимается врачом, а искусственный интеллект – это просто помощник в его работе. Как часто применяете искусственный интеллект? Вот помогает он и были ли у него какие-то ошибки? На сегодняшний день довольно часто используем искусственный интеллект в нашей работе, то есть те же самые программы, в которые мы загружаем данные пациента и можем дать ему полную развернутую картину о его состоянии полости рта, о его здоровье в общем. И ошибки на сегодняшний день бывают, да, но эти ошибки искусственного интеллекта, они связаны больше с неточностью снимков, с неточностью данных. Там уже врач-стоматолог своим взглядом, своим опытом, так скажем, смотрит и устанавливает окончательный диагноз. То есть фактически пациент видит полностью объемную картину своих зубов и где есть какие-то прорехи, кариес. Да, мы можем вывести вот это изображение из полости рта его на большой экран и показать детально ему, указать на, так скажем, болевые точки, где больше внимания уделить, где стоит подождать пока, и пациент принимает после этого решение о лечении. А можно ли по такому снимку, по такой проекции определить именно зоны риска, скажем так, и как-то их подлатать, чтобы избежать имплантов, пломб и так далее? Как думаете? Да, это возможно. То есть искусственный интеллект, программы эти, они видят даже начальный кариес, который еще на стадии так называемого белого пятна, и может нам указать на эти точки и вовремя заметить это и предупредить пациента об этом, назначить какие-то профилактические мероприятия, возможно, или уже лечение, кариес, лечение кариеса, установку пломбы, не доводя все это до более сложных случаев. Как часто нужно вот такое обследование проводить для того, чтобы это профилактическое обследование, которое, естественно, будет гораздо бюджетнее самого лечения, да, и сразу какие-то рекомендации. Как часто нужно взрослому человеку обычному?
По рекомендации всех стоматологов, конечно, посещать прием надо не реже раз в полгода. И если пациент соблюдает эти рекомендации, то в дальнейшем можно избежать больших проблем, дорогостоящего лечения, так скажем, и все решить на этапе профилактики. Ильнур Ильшатович, имплант – это решение вопроса или еще одна проблема? Очень много пациентов задают такой вопрос, навсегда ли имплант, через какое время его необходимо менять. Действительно, это такая наболевшая тема, но хочу сказать, что все относительно, и многие производители имплантов дают пожизненную гарантию на конструкции, на именно импланты. И есть понятие гарантийный срок и срок службы. Гарантийный срок дает именно производитель, то есть он может быть год, 5 лет или пожизненно, так скажем. Но срок службы зависит от того, как пациент ухаживает за ортопедическими конструкциями, имплантами, насколько часто он приходит на профилактические осмотры, и также от общесоматического состояния пациента, то есть есть ли у него какие-то хронические заболевания, есть ли обострение каких-то хронических заболеваний. В этом случае, конечно же, могут быть осложнения через какое-то время. Сейчас, но ведь хорошо, если дают гарантийный срок именно на саму конструкцию, да, скажем, на сам имплант. Но ведь есть и организм человека, который может либо принять, либо не принять. Да, совершенно верно. Есть так называемые и относительные противопоказания, и абсолютные противопоказания к проведению манипуляции имплантации зубов. К относительным относятся такие заболевания, как сахарный диабет контролируемый, пародонтит, недостаток костной ткани. То есть это все проблемы, которые можно решить, компенсировать состояние пациента и установить имплантаты. Но есть и абсолютные противопоказания. Это обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, недавно перенесенный инфаркт, инсульты, заболевания костной ткани, такие как остеопороз, являются противопоказанием для имплантации. Ну и один из главных вопросов: имплант это навсегда? Вопрос сложный, но при должном уходе все-таки и при соблюдении всех рекомендаций врача-стоматолога, если нет вредных привычек, таких как курение, общесоматическое здоровье в хорошем состоянии, то имплант может прослужить и всю жизнь. Но многие боятся самой процедуры, что это долго, очень болезненно. На сегодняшний день бояться этой процедуры не стоит. Это как, допустим, 10-20 лет назад поставить ту же самую пломбу. По времени занимает от 15 до 30 минут. Процедура сама абсолютно безболезненная. Самый критический срок – это первые 2-3 суток. Если пациент соблюдает все рекомендации, принимает препараты, назначенные врачом-стоматологом, не нагружает в области имплантации, соблюдает щадящую диету, то все проходит достаточно безболезненно и лояльно. Ильнур Ильшатович, а есть вот пациенты, которые вот против имплантов? Есть какая-то другая альтернатива? Вот не хочет человек в себя инородный предмет, да? Вот есть какая-то другая альтернатива? Конечно же, есть это использование различных ортопедических конструкций, как мостовидные протезы, съемные протезы. Но мы всегда стараемся пациентов не то чтобы уговорить, а донести до них, что имплант и коронка на импланте – это как будто вырос новый зуб собственный, так скажем. Будет комфортное ощущение, не будет чувства инородного тела в полости рта. Поэтому мы, конечно, за имплантацию на сегодняшний день. Ограничения, которые сейчас коснулись России, о санкционных ограничениях говорю, как-то именно повлияли на работу стоматологов, вот именно в плане имплантов? Вот где мы сейчас берем или мы сами производим в России? На сегодняшний день есть и имплантаты российского производства, отечественного, но все-таки в большей степени мы используем имплантаты зарубежного производства. Это Израиль, Южная Корея, Германия. Вот. И, как повлияло?
можно сказать, что никак не повлияло. На самом деле поставки имплантов есть. Единственный момент может быть по именно самой цене закупки, да, они подорожали. Ильнур Ильшатович, но если все-таки вот противник имплантов и вообще не хочется их вставлять, да, это как береги зубы с молоду. Что нужно делать для того, чтобы избежать? И можно ли вообще избежать? Конечно, этого можно избежать. На состояние полости рта, на состояние зубов влияет множество факторов. Это образ жизни, питание, наследственность, генетика. Но одно из самых главных, что все время своим пациентам говорим мы, это посещать стоматолога, приходить на профосмотры раз в полгода. В плане профилактики, вот у меня, допустим, маленький ребенок и полуторагодовалый, и мы стараемся сейчас уже с этого возраста прививать ему, чтобы чистить зубы. Да, это сложно привыкать с маленьких лет, да, через это надо пройти, привыкнуть. Но если молодым родителям на заметку, так скажем, старайтесь почаще уделять этому внимание и уже прививать ребенку вот эту вот ответственность за свои зубы. То есть уже с 1,5-летнего возраста уже надо какие-то вот манипуляции производить, я имею в виду, чтобы чистить зубы, да, соответственным каким-то соответствующим средством, там же есть что-то для детей. Да, совершенно верно. Есть специальные детские зубные пасты с приятным клубничным или банановым там вкусом, специальные детские зубные щетки. Вот. И детям надо зубы чистить не то, что с 1,5 лет, а уже с того момента, как прорезались первые молочные зубы. Если раньше было ошибочное мнение, что молочные зубы, они пусть будут в кариесе, они все равно выпадут, ничего страшного, то современный подход диктует нам такие условия, что мы должны предупреждать всех пациентов о том, что надо уже с малых лет приучать к тому, чтобы чистить зубы и сохранять молочные зубы тоже. Стоимость щетки и зубной пасты влияет? Чем дороже зубная паста, тем она эффективнее? Я бы не сказал, что это сильно влияет. Основное действие мы оказываем зубной щеткой. То есть обычная механическая зубная щетка, наши, так скажем, круговые вращательные движения щетками, этого вполне достаточно. И цена зубной щетки, зубной пасты на это особо не влияет. Ильнур Ильшатович, спасибо огромное, что вы сегодня пришли к нам в студию, утешили нас и показали путь, как можно избежать имплантов. Мне кажется, это один из самых ключевых моментов на сегодняшний день. И вообще, как сохранить собственные зубы, собственное здоровье. Спасибо огромное. Спасибо, до свидания. Это была программа интервью. На наши вопросы отвечал Ильнур Якшигулов. Это врач-стоматолог, ортопед. Я Роза Хабибульна. Спасибо, что были с нами.